Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантьятара. И сегодня мы сделаем расклад на характеристику личности мужчины. Посмотрим, какой он, да, в принципе, в общем и целом. Посмотрим его ум, вообще его характер, ну, в общем, его личность. Проанализируем, попытаемся разобраться. И от вас, как всегда, нужно выбрать свой вариант. И пока вы выбираете, как обычно, напоминаю, что все новинки, последние новинки моего канала в описании к этому видео. Мои контакты тоже в инфоблоке. И ссылочка на плейлисты по прогнозам по знакам зодиака на март тоже уже выложен. Итак, этот расклад, скорее всего, подойдет для всех тех, кто недавно познакомился и хочет понять, что это за человек, что это за мужчина. Либо если, например, вдруг появилось такое ощущение, что что человек, который рядом с вами, он уже другой. Вот вы этого человека уже не знаете и не понимаете. И хотите его понять, что изменилось. И вполне возможно, что этот расклад вам поможет, что-то вам подскажет. Итак, выбирайте свой, я перехожу к первому. Итак, единички, смотрим вас. И что это за мужчина, его характеристика. Что хочу сказать, что этот мужчина умный, этот мужчина целеустремленный, этот мужчина знает, куда идет, к чему движется, да, у него есть цель, и он к ней стремится, он делает все, чтобы ее достичь. Сейчас, по крайней мере, на данный период, да, его жизни, он активно занимается тем, чтобы прийти вот в точку Б, ту точку, которую он себе поставил, ту дорогу, которую он себе проложил. Он, знаете, может... Вот человек сам себе на уме, но советы, да, которые ему дают, брошенные они, не брошенные они, он к ним прислушивается, но всегда делает так, как ему удобно. Решение принимает всегда исходя только из своих желаний, стремлений, ощущений, чувств, эмоций и так далее и тому подобное. Человек, который может в своей голове, в своем уме многие вещи предполагать, допускать. То есть он такой, ум у него достаточно такой масштабный. И этот человек достаточно контактный и социализированный. Он легко сходится с людьми, легко может договориться. И с ним, в принципе, легко можно договориться. Он такой достаточно деловой в этом плане. Скорее всего, у него множество знакомых, коллег, каких-то приятелей, да, с которыми он может поддерживать отношения, да, с которыми он может поддерживать связь. Также, вот знаете, для некоторых из вас может проиграться и то, что вполне возможно, что по знаку зодиака этот человек близнецы. Или этот человек весы. То есть, смотрите, почему я так говорю, двойственность натуры в нем присутствует однозначно. Сегодня он может думать одно, завтра он может думать другое. Либо не кардинально другое, а как-то траекторию, да, своих мыслей, своих размышлений чуть-чуть изменить. Допустить что-то новое, что-то неизвестное. Но в любом случае этот человек всегда знает, к чему стремится, куда идет и чего хочет добиться. Человек достаточно эмоциональный, но эмоции все держит у себя внутри. То есть, да, он что-то транслирует, да, он что-то показывает, но это все очень выборочно. Человек может проявлять свои эмоции и чувства ярко по отношению только к близким людям. Человек достаточно динамичный, человек достаточно активный, человек сам по себе личность яркая, заметная. Человек и в то же время это деловой человек, да, я говорила. Скорее всего,
ко всем своим связям, отношениям, да, будь то любовные отношения, будь то деловые, дружеские, партнерские отношения, он всегда подходит очень грамотно. И знаете еще как, что вот некоторые вещи, конечно же, он может не договаривать, может скрывать и держать у себя внутри. Также этот человек игрок командный, любит находиться в компаниях, любит шумные компании, любит, когда его ценят, когда его замечают, когда его отмечают, все его заслуги, достоинства, все его знания, умения, да, в общем, любят, когда его ценят. Этот человек, как я уже сказала, он умный, но иногда, да, это его тяготит. Почему? Потому что это человек, к которому всегда обращаются за советом, человек, к которому всегда обращаются там, за какой-то подсказкой. В общем, иногда вот бывает, что его прям дергают. Но и в то же время этот человек достаточно семейный, достаточно верный, с сильным характером, с силой воли, человек разумный. И знаете, тут еще возможно, вполне возможно, у некоторых, не у всех, подчеркиваю, у некоторые иногда говорят, там пишут в комментарии, что там я что-то скажу, и сразу это отрицается, говорят, нет, все, расклад мне не подходит. Хотя я всегда уточняю, что это не у всех проигрывается, например, даже внешность, да, а у единиц. Все-таки это расклады онлайн. А вот здесь у некоторых из вас может проиграться так, что мужчина недавно покинул отчий дом. Вот тут явно это показано. Он проявил характер и проявил инициативу, чтобы уйти уже во взрослую жизнь, да, в собственное какое-то плавание, быть самостоятельным и самодостаточным, не зависеть от семьи и от родителей. Но это, опять же, это проиграется не у всех. В душе этот человек, как я уже сказала, семейный, да, и он очень привязан к матери и к отцу, к отчему дому очень привязан. Он умеет и может дружить. Человек любящий свободу. Человек не любит, когда его ограничивают. Человек даже не допускает таких вещей. И даже когда кто-то пытается это сделать, да, тут эти попытки сразу этим мужчине пресекаются. Не любит, когда пытаются им управлять. Свобода, в общем-то, для него очень много в жизни значит. А у человека, этот человек ответственный, он умеет и может нести ответственность. И человек, вот хоть и он транслирует себя как человека сильного, волевого, да, такого динамичного, но на самом деле внутри это такая спокойная личность, достаточно размеренная личность. Вот он любит, когда внутри у него все должно быть по полочкам и все четко, понятно и вот гармонично. Когда совсем по-другому, да, кардинально по-другому, когда этот раздрайв, непонятное шатание, питание, все. Это его сразу разбалансирует, и этот человек может перестать видеть суть какой-то проблемы, неважно в какой-то сфере, будь то отношения, работа, опять же, да, партнерство и так далее и тому подобное. Вот такой у нас вышел мужчина, достаточно умный, продуманный, в общем-то, хороший, молодец. Это был вариант номер 1. Дорогие, желаю вам всего самого наилучшего. И самое главное, конечно, здоровье. Будьте любимы, будьте желанны. Пусть жизнь будет прекрасной, чудесной, красивой, радостной, яркой, динамичной. И самое главное, чтобы было благополучие. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Пожалуйста, кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии
И всех я еще раз благодарю. Перехожу во второму варианту. Ну что, двоечки, смотрим вас. И что это за мужчина? Ну, что хочу сказать. Человек, мужчина сейчас на самом деле находится в каком-то кризисе. Человек одиночка, человек очень закрытый, человек не доверяет людям, человек живет как в каком-то неком коконе, как в клетке. И ему достаточно там комфортно и уютно, по крайней мере, на данный момент. Человек верит в судьбу, в некую судьбоносность. И вы знаете, вот он позволяет себе плыть по течению, то есть принимает все как данное, ну, грубо говоря, как данное Богом, да, либо как данное Вселенная. В общем, с неким таким смирением воспринимает все происходящее в его жизни. Да, конечно, хочется ему сейчас на данный момент внимания, какой-то заботы. Но даже если и проявлять к нему, да, те качества, которые ему сейчас необходимы, да, по его мнению, он их не примет. Он закроется, он как-то отгородится, все равно как-то границы свои он четко будет вам декларировать. Почему? Потому что сам в таком непонятном подвешенном состоянии, в непонятном таком поиске. Вот все карты выпали, да, посмотрите на метафорической колоде, да, вот здесь мужчина привязан цепью, дракон привязан цепью, здесь мужчина в клетке, здесь, конечно, у нас тоже какая-то клетка, но тут, конечно, она уже открытая. Здесь тоже как вот мужчина чувствует себя, знаете, вот я бы сказала, неким таким изгоем, не похожим ни на кого. Мужчина такой, одиночка. И все вот эти цепи, все вот эти ограничения, барьеры, которые есть, он выстраивает их себе сам. Все вот эти стены по кирпичику он их воздвигает сам. По крайней мере сейчас, на данный момент, потому что ему так удобно. Мужчина, в принципе, достаточно перспективный. Мужчина такой, все эмоции, все переживания, как я уже сказала, да, он держит в себе. Но он достаточно грамотен и начитан. Есть такая вот целеустремленность, но есть и упрямство. Вот знаете, вот он всегда стоит на своем и убежден, что вот его точка зрения, она является единственно верной, и как-то он табуированно себя ведет. И вот этот непонятный поиск, который сейчас у него происходит, да, я бы сказала, что это больше похоже на некую депрессию. Он не позволяет никому копаться вот в его переживаниях и в его чувствах. Как только появляются такие поползновения, да, какие-то разговоры заводятся, все. Мужчина может переходить на агрессию, мужчина может нервничать, мужчина может как-то проявлять такие негативные, агрессивные нотки, слова, поведение в отношении того человека, который посягнул на его переживания и на его вот эти границы. С одной стороны, вы знаете, это намекает о некой незрелости, да, внутренней. А с другой стороны, здесь были какие-то глубокие и очень сложные переживания, которые и заставили его так себя вести. Во всем всегда есть причина, и в таком поведении, конечно же, тоже, тем более в таком закрытом и ограниченном. Как я уже сказала, да, он считает себя неким таким изгоем по неким причинам, которых мы в этом раскладе не видим. Есть у него некая зависимость. И эта зависимость от того негатива и от тех неприятностей, которые сейчас у него в этой жизни, вот, прошу прощения, на данный момент имеются. Но этот мужчина умеет быть другом, этот мужчина умеет быть соратником, этот мужчина умеет хранить секреты. Этот мужчина, если и допускает в свой маленький такой кружочек, да, в свое окружение человека, то этот человек им будет достаточно долго, нудно и скрупулезно проанализирован, проверен, там, на какие-то испытания этот человек может пройти.
И если он проходит все это успешно, то этот человек с ним дружит и дружит длительное время. И этот человек достаточно, как я уже и сказала, верный. Да, он всегда поможет, он всегда подскажет, он всегда подстрахует. Но для этого этому другу, да, партнеру нужно пройти, грубо говоря, 7 кругов ада. Вы знаете, что бы я сказала? Что этот человек еще немного жаден. Жадность его может проявляться не только, некая такая скупость, не только в материальных вещах, но и в каких-то, может быть, эмоциях. Либо, если, например, подойти к нему, попросить совета, он может сначала, знаете, вот так вот скупо ответить, да, типа намекнуть и до конца не разложив все по полочкам. Заставляет человека думать самому, домысливать самому, и как-то, чтобы тот человек, который к нему пришел, да, на поклон, он начинал мыслить и догадываться сам. То есть он дает, грубо говоря, да, ключик, и вот тот другой человек, да, и у него только осталось этот ключик повернуть и понять. Он намекает, тонко намекает, может, на какие-то вещи, на какие-то обстоятельства, и дает другому возможность уже развиваться, расширяться и раздумывать над его предложением, словом и так далее. Вот и все, наверное, что я могу сказать по этому данному мужчине, по крайней мере, на данный момент. Физически он сложен. Ну, не могу сказать, что это прям спортсмен, но это и не какой-нибудь такой вот худой малец, или какой-нибудь такой полный в теле. Нет, здесь такая средняя комплекция. Но опять же, да, внешние данные, они проиграются не у всех. И, скорее всего, любит животных, кстати, этот человек. Вот животным он доверяет и любит животных. Вот такой вышел второй вариант, дорогие мои любимые. Я желаю вам всего самого хорошего, как обычно. Будьте счастливы, будьте любимы, берегите, любите, балуйте, радуйте, цените себя, несмотря ни на что. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю и перехожу к троечкам. Троечки, смотрим вас. И что хочу сказать, что третий вариант – это прям мужик в полном смысле этого слова. Выпала карта Бланка, и на метафорической колоде выпала карта Медведь. Это очень сильный мужчина, очень волевой мужчина. Ход мысли и вообще размышления у него только мужские, с мужской точки зрения. Вот он мужик, он добытчик, он сила, он опора, он надежа. Этот мужчина очень такой сильный интуит. У него хорошо развиты инстинкты. Он хороший друг, соратник, всегда поможет, подскажет, защитит. И это очень масштабная личность. Вот я бы сказала, знаете, искатель. Искатель всегда что-то ищет, что-то размышляет, анализирует, изучает, копается, может даже скрупулезно. Где-то даже фантазер. Любит прям углубленно что-то искать. Да, вот как я и сказала, он находится в постоянном поиске. У него очень широкий круг интересов. Человек, опять же, это даже и эмпативный очень. Человек, знаете, у него есть привязанность, именно он очень привязан к семье, к друзьям, к близким людям, да, к супруге, там, очень близким людям, к детям. Человек для некоторых, совсем для некоторых, конечно, может проиграться так, что он занимается какими-то энергетическими практиками, вот знаете, связанными вот
с повышением именно энергетического уровня, вы знаете, качает прям энергию. Либо он настолько силен, и его сила воли настолько сильна, что, вот знаете, бывают такие люди, когда только они входят в помещение, ты сразу чувствуешь энергетику человека. Вот этот мужчина из числа таких, когда он своей энергетикой, своей силой может подавлять других, более слабых. Причем это происходит на автомате. Он этого даже не пытается, не делает это нарочно, не делает это расчетливо. Нет, просто он такой, какой он есть. Человек достаточно эмоциональный, человек такой достаточно и душевный. Но что здесь из негативного? Из негативного это то, что он такой вот самоед. Может у себя внутри что-то поедать себя, постоянно какие-то, если у него там чем-то он недоволен, он может над этим постоянно думать, себя корить, искать, да, какие-то такие лазейки, какие-то такие вещи, где он допустил ошибку, почему он допустил ошибку, почему он так сделал. Вот постоянно вот это внутреннее самоедство и внутренний анализ своих ошибок у этого человека имеется. Также, конечно, как и у всех, есть какие-то страхи, но он этими страхами управляет. И эти страхи, знаете, как говорят, страх не должен тебя подталкивать, быть за тобой. Ты всегда страх ставишь впереди и толкаешь его вперед. И это как бы стимул, да. Вот его внутренние страхи, какие-то опасения, они его стимулируют. Это таких людей вообще в нашей жизни их немного, вот таких прям сильных, прям мужчин. Увы, в наше сегодняшнее время, да, в наш век, сказать, что это прям мужик на каждого мужчину, который есть в окружении, нет, так не скажешь, по крайней мере для меня. А вот про вот третий вариант, про троечек, так можно сказать. Но, к сожалению, таких единицы. И он очень выделяется в толпе. И, конечно, это очень целеустремленный человек, который знает четко, чего он хочет добиться, чего он хочет от жизни и вообще от окружающих его людей. Человек может поставить всех вокруг. Человек всегда себя четко ставит и транслирует. Люди четко понимают, что это за человек и как себя с ним нужно вести, а как не нужно. Человек, который такой некий паровоз, который тянет на себе очень многие вещи. В том плане, что он такой вот масштабная личность. Если, например, у него есть какой-то бизнес, то этот бизнес только на его плечах. Он контролирует все, абсолютно все, вплоть даже до уборщиц. Если там, например, скорее всего, у таких мужчин просто свой бизнес. Либо это какой-то менеджер высокого звена, какой-нибудь, да, наемный менеджер, но он тянет эту фирму, да, в которой он работает, вообще на 150%. В общем, это очень сильная личность. Троечки, у кого вышел этот вариант, да, кто выбрал этот вариант, я вас поздравляю. За таких мужчин можно держаться, и вы будете с ним как за каменной стеной. Но здесь придется, конечно, и как бы иногда такие мужчины, они очень требовательны. И дамы, которые рядом с ними, они жертвуют многими вещами ради таких мужчин. Вот такой вышел третий вариант, дорогие. Я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы. Пусть жизнь будет прекрасной, гармоничной, яркой, радостной, красивой. И, как всегда, пожалуйста, берегите, любите, радуйте, балуйте, цените себя. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до встречи в других видео. Всем пока!